Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для скорпионов. Посмотрим сферу отношений, работы, финансов на Таро и на цыганском оракуле посмотрим, что советуют нам карты на неделю. Первая карта – основные события недели. То, на чем будем концентрироваться, то, на что на нас будет влиять больше всего. Здесь выпадает карта десятка мечей. Завершается какой-то важный период для нас. Теперь две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто имеет стабильную работу, для тех, кто ищет, и для тех, кто имеет свое дело. Карта на финансы. Итак, карта десятка мечей говорит о том, что для скорпионов наступило время перезагрузки. Получается результат каких-то действий, которые мы совершали. Мы получили полный завершение цикла, и есть уже возможность все менять, выходить на новый уровень, заканчивать дела, которые были очень важны для нас. Здесь вот карта говорит о том, чтобы мы не оставались в этом положении, а стремились к росту, потому что обычно, когда мы завершаем какой-то период, всегда это трудно дается. Во-первых, последнее время, когда мы что-то делаем, нам хочется все сделать как можно быстрее. Мы уже устали, у нас мало энергии, и нам хочется вот этот процесс либо забросить, не доделывать, либо сделать как можно быстрее. И это все равно плохо. То есть карта говорит о том, что нужно постараться довести все до конца и сделать все как следует для того, чтобы на новый уровень выйти. А здесь вот карта говорит о том, что могут быть у нас помощники в этом, не нужно отказываться от помощи, не нужно все на себя брать, не нужно расслабляться, несмотря на то, что подходит к концу период, проект какой-то, там еще что-то, Здесь есть у нас какие-то уже новые цели и планы, которые должны у нас быть сформированы на этой неделе, несмотря на то, что мы еще к ним не приступаем, у нас уже должен быть ориентир на будущее. И вообще вот эта карта, когда начинает проясняться для нас что-то новое, какие-то новые цели и задачи, может быть, что-то в отношениях проясняется, может быть, какие-то приходят идеи относительно работы, зарабатывания денег, взаимодействия с другими людьми. И если, допустим, у нас была какая-то ситуация сложная, как вот здесь изображено, то как раз вот эта неделя, она как заключительная. Может быть даже и переходная, то есть на этой неделе может что-то закончиться плохое, и начаться уже хорошее, либо просто заканчивается то, что беспокоило. Карта также связана, это так как у нас это карта мечей, это пространство информации, Все, что касается информации. Здесь ситуация очень быстро меняется, события сменяют друг друга. Здесь мы сделали, в принципе, вот все, что могли, И, конечно же, если мы, допустим, какая-то информация нам уже не помогает, перестает действовать, нам нужно обновление, нам нужна перезагрузка, новая информация, новое обучение, новые идеи. То есть вот именно на этом нужно сконцентрироваться скорпионам на этой неделе. Отношения. Оба старших аркана у нас выпадают для отношений. Очень важное время для скорпионов. Для тех, кто в паре, выпадает карта Луна. Она связана у нас с материнством, она связана с домом, с семейным уютом, с семейным взаимопониманием, с детьми. Карта также связана с матерью, вот может быть для кого-то этот вопрос будет важен, может быть в ваши отношения, допустим, вмешивается там свекровь или теща, Вот здесь вот могут быть такие ситуации, когда будет сложновато, сложновато договориться, сложновато друг друга понять. Здесь самое важное понять то, что не нужно зацикливаться на этом, потому что карта Луны, она очень переменчивая.
И если сейчас все кажется беспросветно и не будет уже никакого шанса на улучшение, то завтра может уже все измениться. Кроме того, эта карта очень хорошая для тех, кто мечтает о ребенке. Да, вот есть возможность действительно для зачатия. А также карта говорит о том, что могут решаться какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, потому что это у нас карта дома, и все, что касается нашей семьи, родителей, недвижимости, родины, здесь вот эти вопросы будут затрагиваться. Тем более это старший аркан, значит, они будут иметь какое-то важное решающее значение. Кроме того, здесь могут быть вопросы прошлого, да, допустим, то, что вас беспокоило в прошлом, то, что было не решено, оно может выйти наружу на этой неделе. Эти вопросы придется решать для того, чтобы прояснить ситуацию, для того, чтобы договориться, чтобы была возможность вот как бы продолжать жить вместе и понимать друг друга. Также карта связана с тайнами, да, может быть, конечно, какие-то вопросы, которые были в тайне, допустим, супруг от вас держал в тайне, либо вы держали от него в тайне, они наконец-то могут проясниться, либо случайно, либо сам человек захочет рассказать, да, обо всем. Теперь для тех скорпионов, которые ищут партнера, выпадает карта суд. Ну и понятно, что здесь действительно возрождение, да, то есть есть возможность встретить человека, да еще и по судьбе, да, то есть тут действительно ничего не нужно предпринимать, только вовремя реагировать. Если вы встречаете человека, да, он обращает на вас ваше внимание, нужно, конечно же, реагировать. То есть здесь без вашего отклика ничего не будет, несмотря на то, что ситуация по судьбе, несмотря на то, что ситуация как бы складывается, ну, как сказать, от нас независящая ситуация, да, но мы все равно должны ей воспользоваться правильно. Также карта говорит о том, что здесь, может быть, возвращаются какие-то отношения старые. Допустим, вы думали, что уже не будет никаких отношений с этим человеком, и уже расстались с ним, да, и уже забыли, может быть, даже про него, отпустили ситуацию, и тут вдруг появляется возможность возобновить отношения. Такое тоже может быть. Но вообще карта очень серьезная, говорит о том, чтобы мы обращали на себя внимание и были готовы к встрече с человеком, который нам действительно по судьбе предназначен. Работа для скорпионов. Для тех, кто работает по найму, выпадает тройка жезлов. Карта говорит о том, что будут какие-то получены результаты, может быть, хоть и промежуточные, но они вас очень порадуют. Есть возможность для роста, для повышения, есть возможность поддержки извне, открываются какие-то перспективы для вас. Очень хорошо расширять ну, как бы коммуникации свои, да, то есть нужно, если это, допустим, у вас работа касается клиентов каких-то новых, да, то вот нужно новых клиентов привлекать. А если вам нужно подучиться, то вот есть возможность действительно на этой неделе начать обучение. Также карта говорит о том, что могут приходить какие-то очень важные известия, которые могут вам помочь вот продвинуться в деятельности. Также вот здесь карта такого вознаграждения, да, то есть могут действительно приходить очень приятные бонусы, да, может быть, даже такие, которых вы не ожидали, и от тех людей, от которых не ожидали. Может быть, клиенты добавляются, могут быть работать одновременно как бы 3 источника дохода ваших. Может быть, у вас здесь коллектив, в котором вы работаете, и у вас вот совместная такая деятельность получается. Но в любом случае, эта неделя для вас очень важная. Что-то новое приходит, или вы начинаете реализовывать какую-то свою способность новую, или то, что научились чему-то, да, начинаете реализовывать, оно начинает давать результаты. Либо новые люди приходят, которые повлияют на вашу деятельность очень хорошо. То есть тройки – это всегда результат, это всегда материализация того, к чему мы стремились. А жезлы – это у нас
работа, деятельность, движение, в общем, все, что мы вложили, да, оно начинает давать результат. Очень нас радует. И мы уже как бы засматриваемся в свое будущее, да, уже какие-то планы, проекты строим на такие далекие времена, да, и они, скорее всего, будут осуществляться, потому что рост в этой карте определенно есть. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта десятка чаш, исполнение желаний. Эта карта говорит о том, что если вы человек творческий, либо человек, который любит свое дело, либо человек, который работает прямо на дому, да, из дома, может быть, у кого-то там удаленная деятельность, либо, может быть, работа, когда там люди к вам приходят домой, да, то есть вот здесь вот есть возможность действительно осуществить ваши желания. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что вот радоваться вы будете безмерно. И посмотрите, здесь вот карта, которая касается самых близких людей, членов вашей семьи. То есть каким-то образом они тоже включаются вот в круг ваших интересов, да, то есть как бы всем хорошо от того, что вы на этой неделе получаете. Прямо радуга здесь у нас, да, и счастье. В общем, самые замечательные эмоции. Тем более, что десятка, она всегда у нас открывает что-то новое. Это карта судьбы, когда мы уже что-то заслужили, это приходит в нашу жизнь. Для тех, кто имеет свое дело, пятерка мечей выпадает. Карта говорит о том, что нужно расти, нужно обучаться, нужно искать в себе какие-то способности новые, таланты. В общем, нужно выходить на новый уровень. Скорее всего, то, что вы уже умеете делать, оно как бы дает вам стабильность, обеспечивает, да, вашу стабильность, дает вам возможность такой почувствовать опору внутреннюю, но вас уже это скоро не будет удовлетворять. Расти нужно. Нужно обязательно расширять свои возможности, горизонты, какую-то новую информацию получать. Либо нужно подумать о том, как взаимодействовать, может быть, либо с большим количеством людей, клиентов, либо привлекать партнеров каких-то, либо работать в команде. То есть вот эта карта говорит о том, что вам нужно учиться работать с другими людьми. Возможно, вы этого не любите и больше рассчитываете на себя, но таким образом ограничиваете и свою реализацию, и финансы. В общем, здесь действительно есть люди, которые могли бы вам помочь. Посмотрите, здесь вот у нас изображена за спиной молодого человека собака, да, то есть это собака, это у нас символ верного друга, человека, который нам предан. То есть у нас такой человек, а мы все равно как бы один, и здесь у нас молодой человек, он отвернулся, да, то есть он даже и не ищет этой помощи, не ищет такого взаимодействия, а это рекомендовано картами. Давайте посмотрим финансы. Для скорпионов на эту неделю выходят финансы на новый уровень. Какое-то действительно может быть большое достижение в этой сфере. Закончится может проект какой-то, либо вы выходите за пределы того, к чему привыкли. Действительно, у вас вот эта карта завершения периода, да, и вот они очень связаны между собой, особенно это отображается на финансовой сфере. Карта связана с тем, что может открыться какой-то новый источник дохода. Либо, допустим, вы сейчас заканчиваете что-то, что поможет вам в дальнейшем как-то обновить эту сферу. То есть получается так, что вот та деятельность, которой вы раньше занимались, вы в ней достигли максимума уже. И действительно вы созрели, может быть, как профессионал, как человек, которому стоит доверять, как человек, к которому прислушиваются. И вот благодаря этому вы уже автоматически выходите на новый уровень. Посмотрите, тут Сатурн, да, а Сатурн – это планета работы, усилий, то есть вы действительно поработали достаточно, да, и вам как подарок от жизни, от судьбы, выход на новый уровень. В финансах это особенно ценно. Финансы, они всегда отражают правдиво
то, в каком состоянии находится наша самореализация, в каком состоянии находится наш профессионализм. Значит, действительно у вас здесь все правильно, да, вот вы действительно старались и делали все по максимуму. Посмотрим совет для скорпионов на эту неделю. Выпадает карта. Выпадает карта влюбленный. Карта говорит о том, что нужно действительно правильно относиться к жизни, правильно относиться к себе, правильно относиться к окружающим людям. Правильно в том смысле, что с любовью, да. Что такое любовь? Это у нас желание сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, в том числе и нам самим. И это очень ценный совет, потому что действительно, когда происходят какие-то перемены, вот здесь очень важная неделя для скорпионов, и трудно сосредоточиться как раз вот именно на таких вот серьезных каких-то чувствах, да, трудно думать о себе, о своем благе, о благе других людей. Хочется как-то уйти в рутину, уйти в текучку, в какие-то мелочи. И вот карта говорит о том, что не нужно забывать о главном. Для чего мы все это делаем, для чего мы живем, для чего у нас наша семья, дети, там, близкие люди, для чего мы делом заняты, зачем мы зарабатываем деньги. То есть нужно все это делать через любовь. Ну и, конечно же, для этой карты смысл прямой тоже очень подходит, да, когда действительно может для тех, кто ищет партнера, может действительно прийти человек в вашу жизнь, да, который вас полюбит от всего сердца. И будет много усилий прикладывать к тому, чтобы как бы вы обратили на него внимание. Также и вы тоже можете себя проявлять по отношению к человеку, с которым встретитесь. Да? То есть тут все зависит от ситуации. Также карта говорит о том, что неплохо было бы уделить на этой неделе время расслаблению, переключиться на что-то приятное, может быть, посетить какие-то мероприятия, связанные с искусством, там театр, выставки, какие-то музыкальные концерты, погулять просто. Даже если погулять в одиночестве, когда вот нужно действительно там отдохнуть, прийти в себя, посмотреть на все красивое, обратить на себя внимание, да, то есть это полезно будет для скорпионов на этой неделе. Друзья, прекрасной недели желаю, чтобы все возможности, которые приходят в вашу жизнь, обязательно осуществились вами. Всего вам доброго, до новых встреч.